Модернизация первичного звена. В поселке Усть-Мая продолжается строительство больничного комплекса. Защита титулов на дальневосточном уровне и попадание на чемпионат России. 4 якутские гимнастки занимаются в подмосковном центре гимнастики. Решением главы Ленского района семьям мобилизованных жителей муниципалитета будет оказана дополнительная материальная поддержка. Они получат по 50 тысяч рублей. Средства направят из-за резервного фонда главы. Общая сумма с учетом налоговых отчислений составит около 8 миллионов рублей. Для получения дополнительной материальной помощи члены семей военнослужащих могут обращаться в администрацию Ленского района. Жители поселков Витим, Пеледу и сельских поселений должны обратиться в свои администрации. Напомним, меры поддержки членам семей военнослужащих оказываются и со стороны республики. Так, есть единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей, а также ряд других мер поддержки. Наш эфир продолжит брифинг по мерам поддержки семьям мобилизованных якутян. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о мерах поддержки семей мобилизованных граждан. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. 11 октября в соответствии с поручением главы Республики Айсеном Сергеевичем Николаевым были произведены первые выплаты единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч семьям военнослужащих. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент через систему МФЦ и портал госуслуг осуществляется прием заявлений на оказание единовременной помощи, а также ряд льгот, которые предусмотрены для данной категории. А в целом, для того, чтобы подтвердить, необходимо самим гражданам лишь только подать данное заявление. Со стороны же органов государственной власти, а именно Министерства труда, Министерства образования, их управлений на местах, осуществляется колоссальная работа по выявлению соответствующих мобилизованных, в каких частях они находятся. Соответственно, собираются всех справки в порядке межведа для того, чтобы начинать осуществлять эти выплаты без привлечения граждан самостоятельно. Необходимо обратить внимание, что выплаты уже прошли у нас в Алданском, Мирнинском, городе Якутске, в Нюрнгринских районах. Практически во всех школах начали бесплатно кормить детей военнослужащих. В случае выявления фактов, когда школы не будут осуществлять бесплатное кормление детей военнослужащих, а на местах это достаточно четко выявляется, просим давать соответствующие сигналы в Министерство образования для привлечения к ответственности руководителей школ, которые не выполняют указ главы Республики Саха-Якутия. На настоящий момент от родных мобилизованных у нас поступило порядка 679 обращений по мерам поддержки, в том числе 622 на горячую линию 122. Каждое обращение рассматривается индивидуально для решения проблемы в максимально короткие сроки. Жизненные ситуации бывают очень разные. И так как они связаны с такой интимной темой, как семья, то, соответственно, достаточно... Это все происходит эмоционально, много и, соответственно, решается практически постоянно в индивидуальном порядке. Хотелось бы обратить внимание, что на два момента. Меры будут распространяться с момента зачисления на военную службу. В этом вопросе, соответственно, на настоящий момент достигнуты в том числе, наконец-то, договоренности с Министерством обороны Российской Федерации. Они тоже озадачены данным вопросом для того, чтобы направлять эту, соответственно, информацию. Кроме того, по родительской плате, в детских садах и выплате специальной стипендии будет произведен перерасчет. Размер социальной стипендии у нас будет составлять, это не социальная стипендия, размер специальной стипендии будет составлять 5607 рублей в месяц. Стипендия является дополнительной, и студент сможет ее получать независимо от успеваемости. И второе. Единовременная материальная помощь оказывается семьям военнослужащих, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Для тех, кто не успел зарегистрировать брак, мы предусмотрели возможность как ускоренной работы наших ЗАГСов, так и оказания единовременной материальной помощи лицам при фактических брачных отношениях при условии совместного проживания. Также на горячую линию часто обращаются граждане по вопросам оказания юридической, психологической помощи. Соответственно, принято решение об оказании их на бесплатной основе через наши соответствующие структуры. Спасибо.
Это был брифинг по мерам поддержки семьям мобилизованных якутян. В нашей республике по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы строится 5 современных объектов здравоохранения, в том числе и в поселке Усть-Мая. В районном центре поселка Усть-Мая продолжается строительство больничного комплекса с поликлиникой.